Когда мы берем в руки GSB столетней давности, вот это Нижнегорский район, это 100 лет назад, начало прошлого века, 100%, потому что никто больше не делает эту посуду после высылки. И мы видим совсем другую форму, вот в отличие от этой, например, да. И мы видим здесь крышку, и мы видим объем видим. Если сегодня все думают, что GSB это маленький сосуд, ну вот, например, европейцы, им покажи вот это, они даже не узнают в нем GSB. Или джезву, или турку, или ибрик, как они по-разному называют все. Вот. А у нас вот так в степной части Крыма, да и не только в степной, по всему Крыму GSB было разных размеров. И вот смотрите, вот здесь где-то литр, даже больше, и с крышкой. И мы видим, что его уже готовили не так, как сегодня, даже не так, как сегодня мы готовим. То есть вот эта крышка, для чего она нужна? Она же нужна, чтобы мы закрыли. Мы же не просто так закрываем крышкой. Исходя из всего этого, мы сегодня хотим этого или нет, мы, значит, уже делаем вывод, что буквально наши дедушки и бабушки готовили не так кофе, как мы сегодня. То есть они его дольше варили. Так получается. Я так думаю. Но еще же есть такой момент, помните, мы вот с вами, когда в поле хотели приготовить кофе, у нас он просто не закипал. Потому что крышки не было. Да, не закипел. Он просто не мог согреться. Да. Я думаю, что крышка для этого. То есть до какого-то момента оно нагревалось, потом крышку открывали, и он поднимался. Ну, получается, если крышка есть у вот GSB, да, это что? Вот представим, если мы сейчас мы это сделаем. Это задача такая, вот для Веры мне принес этот GSB, я у него попросил, мне его дал для изучения. И я его сейчас такой сделаю, мы в нем будем варить. Но если мы в нем начнем варить, мы, значит, в нем будем варить так, как варили тогда. Мы, значит, угли, костер, все сюда кофе положим, воды нальем, накроем и будем варить. А если это мы будем варить, то если, мы же будем варить, стараться, попытаемся восстановить технологию приготовления, значит, мы будем варить на открытом. Вернее, не на открытом огне. На открытом огне мы с Давером, кстати, варили один раз в степи. Получился уникально вкусный кофе. Да. И нужно будет еще раз так сделать. И мы сварим это. Точно, раз крышка, значит открытый огонь. Ну да. То, что Вот это летит все, чтобы туда не залетело, ни мусор, зола не залетала. Она же от травы, вы же есть? Джах, это что, вот эта трава специальная. Да. Она же вот так этими... пепел летающий. Может, он и дал нам тот необыкновенный, незабываемый вкус между прочим. У меня бабушка Назме Хартовна рассказывала, что она вот этой травой специальной, они вообще кушать готовили. Ну, конечно, а там дров нет. Да, вот этот трава. Джах. Ну, они на и дрова, на дрова. У нас это трава. У нас трава. Одун это трава. Одун, да. Одун, слышим же один корень. Это мы говорим одун. А я слушал, значит, Тува это была, или, Алтай. Вот там у них и дрова тоже. Вот где-то там. Короче говоря, мы это повторим и вернемся в те далекие еще времена. Скажите, Растамагай, еще два слова про то, что в принципе с крышкой не встречался до этого вам GSB. Никогда. Самое интересное в этом GSB то, что я когда его первый раз увидел, когда здесь крышку, я был очень удивлен. Просто, опять же, это мы сегодня, современные люди, мы видим, как варится кофе, и сами его варим, и я себе GSB с крышкой просто не представлял. А тут мне приносят аутентичный, настоящий GSB, и у него крышка. Представляете? Но это же неспроста, не просто так ничего не бывает. Это значит, огромное количество людей варили в такой посуде кофе. Совсем по-другому, чем мы сегодня. Это уникальная вещь вообще. То есть приходится признаваться себе в том, что мы ничего еще не знаем о приготовлении кофе. Поэтому нужно учиться, поэтому мы изучаем нашу посуду, повторяем ее и учимся варить кофе так, как они в степи варили. Я говорю об этом GSB. Это очень интересная тема, мы к ней вернемся.
Но сегодня я делаю самую распространенную, ну, то, что сначала нашел. Вот. Чаще всего в Крыму мы встречаем вот такую форму. Я все это делал, опираясь на вот эти вот старые GSB, вот, которые в основном вот такой формы мы находим в Крыму, сегодня в Крыму. Потому что вот этот уникальный, тем более с крышкой, все остальное похоже, но вот эта крышка, ручка другая. Я, честно говоря, первый раз увидел. Может, где-то есть, но я такой GSB увидел первый раз. Но вот это самая распространенная форма, вот эта ручка. Мы сегодня это все делаем точно так же. Ну, естественно, ручка короче, потому что мы уже сегодня на газе готовим. Но интересно, что в Крыму кофе, я уже рассказывал об этом, всегда об этом говорю. В Крыму кофе готовят чуть-чуть по-другому. Ну, это нормально, когда где-то готовят чуть-чуть по-другому, чем у нас, например. Да? Мы готовим чуть-чуть по-другому, даже чем в той же Турции. И форма у нас, соответственно, чуть другая, потому что, или наоборот, мы готовим по-другому, и форма у нас из-за этого другая. Мы готовим чуть дольше. Вот это у нас верхняя часть GSB позволяет дать кофе, напитку чуть-чуть настояться, вот пока пенка подымется. И вот здесь, вот в этом верхней части GSB, очень правильно формируется хорошая насыщенная пенка. Она такая, как кремообразная получается. Ну, все это благодаря, вот опять же, этим старым формам, рожденным в Крыму. Вы можете в двух словах вообще объяснить, для чего нам сегодня нужно это все? Конечно. Пожалуйста. Да. Смотрите, какой цвет уникальный. Какая форма уникальная. Уникальная, я не боюсь этого слова, потому что это Крым. Для чего это нам нужно? Мы должны понять, что мы уникальны в своем роде, ну, как и каждый, любой народ, любая культура уникальна, да? И с тем мы ценны, и, значит, что мы другие. И нам нужно знать это, нам нужно изучать это и понимать, что мы другие. И потом мы будем интересны, и самим себе мы будем интересны, и всем будем интересны. Вот. А чтобы понять, какие мы, нам нужно просто знать, какой формы у нас была посуда. Нужно знать язык, нужно знать веру. Ну, много чего нужно знать. Многие сейчас скажут, там есть много критиков, которые скажут, о, конечно, там, она делена бельмек керек, лафетмек керек. Все понятно, но говорить одно, а надо еще делать, нужно идти. Если мы будем идти в правильном направлении, мы обязательно придем туда, куда хотим. А если мы будем просто говорить об этом, то это закончится просто разговорами. Поэтому форма это не просто так, это наша крымская форма. Какая красивая.